научно-техническая программа, в рамках которой работает Институт онкологии и радиологии, называется «Разработка и развитие инновационных технологий ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований с учетом современных подходов в геномике». Сроки реализации нашего проекта 2021-2023 годы. Руководителем проекта является наш председатель правления Кайдарова Диляра Радиковна, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии Республики Казахстан. Основной исполнитель это мы, как я уже сказала, Институт онкологии и радиологии. Соисполнителями нашими являются акционерное общество «Научный центр педиатрии и детской хирургии», кафедра онкологии Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова, Алматинский онкологический центр, Атырауский онкологический центр, Центр ядерной медицины и онкологии города Семей и многопрофильный центр онкологии и хирургии города Усть-Каменогорск. То есть задачи проекта осуществляют не только сотрудники института, но и сотрудники региональных онкологических организаций. Проект очень масштабный и захватывает очень много направлений. Мы вообще в проекте 6 задач. Первая задача, которая реализуется, это направленная задача на изучение рака легкого, где изучаются новые технологии диагностики, новые технологии лечения, молекулярно-генетического тестирования. В том числе по раку легкого мы провели изучение и адаптацию такого ценного метода, который на сегодня рекомендуется и внедряется в ведущих странах, как низкодозная компьютерная томография для ранней диагностики рака легкого. Другая задача, следующая задача направлена на изучение ранней диагностики рака желудка, где изучается метод хромографии, который применяется для диагностики именно, я уже сказала, предопухолевых и опухолевых процессах в желудке, в переходной зоне между пищеводом и желудоком. Следующая задача – это изучение рака шейки матки, влияние мутаций, влияние на прогноз, на подбор лечения. Такая же тема разрабатывается по раку яичников и колоректальному раку. Очень большой вопрос уделяется именно индивидуальным особенностям, то есть мы делаем молекулярно-генетические исследования, комплексное профилирование, изучаем особенности, индивидуальные особенности при каждой опухоли, анализируем их, выявляем геномику, то есть выявляем какие-то закономерности для того, чтобы затем внедрить в практику те новшества, те инновации, научные инновации, которые в рамках нашего проекта будут обладать высоким уровнем доказательности и внедрены в практику обычных врачей. Я хочу сказать, что количество пациентов по каждому направлению, да, я еще забыла сказать, что отдельная задача у нас направлена на в рамках сотрудничества с Институтом педиатрии и детской хирургии, это выявление особенностей развития онкологических заболеваний у детей, то есть не только взрослое население участвует в нашем проекте, именно онкологические пациенты, но и дети. Детям также уделяется внимание и закономерностям, и особенностям развития при различных онкологических патологиях именно у детского населения. Я хочу сказать, что сравнивается у нас в рамках задачи по изучению колоректального рака, мы сравниваем наследственную предрасположенность, именно генетический фон у пациентов, у которых, у молодых пациентов и у пациентов, у которых есть в анамнезе риск развития, то есть наследственная патология, наследственные заболевания, то есть для того, чтобы развить это направление и попробовать проводить диагностику
диагностику именно по предрасположенности развития заболеваний рака кишечника у молодых людей, в частности, или у здоровых людей на сегодняшний день, чтобы избежать риск развития онкологического заболевания. Но я уже сказала, что набор пациентов практически по каждой задаче более 100 человек. У нас проект, я тоже сказала, что реализуется с 2021 года, то есть основной год был 2022, когда максимально набирались группы, проводилось исследование. В этом году мы заканчиваем набор пациентов и будем проводить уже обобщение анализов, то есть делать какие-то выводы, писать методические рекомендации и разрабатывать алгоритмы для дальнейшего внедрения в практику. Результаты работ, результаты проекта доложены на 13 международных республиканских научных мероприятиях. Всего было 49 докладов. Это на конец 2022 года. Опубликовано 22 статьи, 13 тезисов, оформлено 16 актов внедрения, и мы продолжаем работу по подготовке статей, по получению патентов и всего остального. После выделения ДНК нужно проверить качество нуклеиновой кислоты. И вот, это старый приборчик уже, он такой более простой, для более рутинных исследований. И вот такой приборчик, это спектрофотометр, вот его купили именно в рамках ПЦФ. Он предназначен для того, чтобы проверить качество ДНК, вот перед секвенированием, например. Потому что в рамках этого проекта у нас идет секвенирование ДНК, то есть это для пациенток с раком яичника было проведено 96 исследований, получены результаты, отданы врачам-онкологам. Результатом такого анализа является развернутый такой документ, вот он, кстати, лежит, я вот здесь положила, где прописаны все обнаруженные мутации, вот он, видите, да, такой, прям это на каждый пациент такой. Все мутации, которые обнаружены, но если не обнаружены, то пишется, что не обнаружены. И тут вплоть до всех возможных вариантов терапии расписаны по разным, скажем, стадиям, да, и вплоть до клинических исследований, которые ведутся по всему миру, и в принципе, может быть, некоторые пациенты могли бы в них войти. Вот этот большой аппарат – это автомат для скрининга. Почему он большой? Потому что он, в общем-то, заменяет очень большую часть ручной работы лаборантов. Вот. Значит, уже проведено 1250 исследований, и на этот год еще 350 запланировано. Именно почему автоматы ставят? Потому что скрининг – это очень массовое исследование. И если там все руками делать, то, во-первых, это будет очень долго, а во-вторых, большой человеческий фактор сразу. Говоря, возможность ошибки вот такого всякого. И вот этот аппарат нам тоже в рамках ПЦФ поставлен, чтобы мы провели скрининг. Скрининг на вирус папиллома человека – это единственный вирус, который является доказанной причиной рака шейки матки. Там две группы включены. Одна группа – это пациентки, не пациентки, просто женщины, которые получили в свое время вакцину, и просто популяция, то есть сравнимая с молодые женщины. И вот поскольку они заражены. Вот этот вот прибор, я не знаю, может в Казахстане еще где-то есть один, я не знаю сейчас. Но нам первым его купили вообще во всем Казахстане. Это самая чувствительная ПЦР, которая существует, технология самая чувствительная. То есть буквально единичную молекулу в растворе она может определить. Вот. Для чего это нужно? Потому что в онкологии действительно есть такие задачи, когда, например, врачи не могут при некоторых локализациях взять тканевую биопсию, то есть кусочек ткани не могут взять, где-то опухоль в неудобном месте расположена, и невозможно анализ провести. Тогда проводят жидкостную биопсию, то есть просто берут кровь. И в этой вот крови, то есть в таком вот растворе, где плавает много-много разных молекул, необходимо выловить свободно циркулирующую ДНК, то есть это одна небольшая молекула, и по ней уже провести анализ. Для этого нужна очень-очень высокая чувствительность. И вот поэтому этот прибор сюда куплен. В рамках программы целевого финансирования в Центре морфологических исследований было проведено 200 иммуногистохимических исследований при раке желудка по показателям HER2, PDL1 и экадгерин. Также 200 исследований при колоректальной карциноме
по показателям определения микросателлитного статуса. В этой лаборатории мы это исследование провели. Да, в рамках выполнения научной программы по программному целевому финансированию на базе казахского НИИ онкологии и радиологии внедрены два новых метода радиологических. Это скрининговые методы, низкодозная компьютерная томография легких для скрининга рака легкого и виртуальная колоноскопия для скрининга рака толстой кишки, либо колоректального рака. Низкодозная компьютерная томография, она отличается от диагностической компьютерной томографии органов грудной клетки тем, что при сканировании применяется ультранизкодозный протокол. Так как мы сканируем условно здоровое население, мы должны максимально уменьшить лучевую нагрузку. В связи с этим при НДКТ легких проводится исследование по диагностической точности, превышающей рентгенографию, но при этом мы сканирование проводим низкодозным протоколом. Скрининг рака легкого с применением низкодозной компьютерной томографии позволяет выявить рак легкого на ранней стадии, когда можно полностью провести спецлечение и вылечить пациента. В связи с этим мы приглашаем всех жителей города Алматы, Алматинской области пройти низкодозную компьютерную томографию на базе казахского НИИ онкологии и радиологии. Скрининг проводится бесплатно. После проведения скрининга пациент узнает о результатах исследования и получает либо дальнейшее направление на консультацию к специалистам, либо получают рекомендации по соблюдению здорового образа жизни. Вторым методом скрининга является виртуальная колоноскопия. Это тоже относительно новый инновационный метод, который был внедрен на базе казахского НИИ онкологии и радиологии, а также на базе Костанайского областного онкологического центра. В Северо-Казахстанской области также проводится в больнице медицинского центра управления делами президента. И мы также внедрили исследования в Западном Казахстане, в онкологическом центре. Данная методика имеет ряд преимуществ перед эндоскопической колоноскопией, но при этом эндоскопическая колоноскопия является золотым стандартом в диагностике заболеваний толстой кишки. Виртуальная колоноскопия, она применяется в тех случаях, когда невозможно провести колоноскопию по определенным противопоказаниям медицинским. Также, так как методика безболезненная и более комфортная, она может быть проведена пожилым пациентам, которые отказываются от колоноскопии. Либо виртуальная колоноскопия может быть применена в тех случаях, когда колоноскопию невозможно завершить в связи с невозможностью проведения тубуса дальше, определенного патологически суженного участка просвета, либо по другим показаниям. Виртуальная колоноскопия по информативности дает такие же показатели, как эндоскопическая колоноскопия, но необходимо помнить о том, что если при виртуальной колоноскопии мы выявляем полипы, то мы их отправляем на эндоскопическую обычную колоноскопию. А в случае, если виртуальная колоноскопия не находит патологии, то проводить эндоскопическую колоноскопию нет необходимости. Данный пациент, либо условно здоровый человек, он может пройти эту же процедуру через 5-10 лет как скрининговый метод. На базе Казахского научно-исследовательского института на сегодняшний день проводится виртуальная колоноскопия и низкодозная компьютерная томография легких бесплатно. Поэтому все желающие и все жители города Алматы и Алматинской области, которые подходят нашим критериям, могут записаться и пройти эти исследования бесплатно на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.